верховые единоборства очень тонкая штука, и определенное мастерство в этом компоненте тоже должно быть. Сейчас самое время Алании забить. Целых 15 минут есть у нее для того, чтобы подтвердить вот эту статистику, которую вы видите. Чаще всего забивает с 30-й по 45-ю минуту Алания. Целых 6 голов. Аплодисменты раздаются в адрес Алании. Хорошо контролирует мяч команда Валерия Газаева. Иванов. Наступил на мяч Алексей Иванов, но перед этим был фол против него. Оказывается, если все правильно подать, и на российских стадионах умеют петь, причем довольно неплохо. Мы-то привыкли, что в основном в Англии, в Бундеслиге, в чемпионате Италии. Там в основном певцы. Но я думаю, что эту традицию можно без зазрения совести перенять, потому что это очень красивая традиция. И смотрится это гораздо, и слышится это гораздо лучше, чем всевозможные кричалки, в которых частенько нет вообще никакого смысла, и они давно уже стали пережитками прошлого, как, например, звенящие безобразные дудки, которые мешают не только смотреть футбол, но и, в принципе, мешают жить. Красиво. Красиво. Действительно достойно аплодисментов. Вот они и раздаются. Руслан Мухамедшин. Это Алекс да Коста. За боковой бросает. Алекс да Коста, что интересно, родился в последний день 1984 года. Ну и так вот из Кот-д'Ивуара занесла его жизнь в нашу страну. Сослан Жанаев. Первую половину сезона проведший в Тереке. Снова да Коста. Пас низом. Мордовия силится пойти в атаку, но пока не выходит ровным счетом ничего. А когда нужно сыграть центральными полузащитниками, то ни Пазин, ни Дуймович не могут снабдить игроков первым пасом. Игроков, естественно, своей команды. Мы же знаем, что бывают игроки, которые бывают снабжают первым, да и последним пасом игроков чужой команды. Причем очень регулярно. Вот сейчас чуть было не случилось вот это вот с Азатом Байры, который едва не подарил мяч игрокам Мордовии. Несколько упали скорости, но все равно смотрится матч неплохо. И команды действуют вполне осмысленно. Другое дело, что у одних получается, а у других нет. И Мордовия всячески пытается сбросить эти самые скорости. Алания, наоборот, при первой возможности нагнетает обстановку на поле. И сложности в обороне у Мордовии, конечно же, присутствуют. Снова Игорь Шитов в центре кадра. Вот он здесь ссорится с Виталием Мешковым. Но разговаривать с этим добродушным на вид арбитром совершенно не рекомендую. Потому что и красные карточки тоже есть в арсенале. У любого арбитра, каким бы добрым он внешне не казался. В том числе и карточки за разговором. Дуймович. Ну вот, наконец-то появилось пространство. Передача вообще лишней была. Все футболисты уже пробежали линию мяча. Однако продолжается атака. Поборолись футболисты Мордовии. Неплохо. Иванов заставляет нервничать Даниэля Оприцу, который в сердцах выругался после того, как Иванов не очень аккуратно обработал мяч.